Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни. Сегодня поступил первый звонок горячей линии уполномоченного по правам человека. Поступила коллективная жалоба по адресу Чеченко, 28, где была проведена представителями уполномоченного по правам человека проверка и инициированы соответствующие запросы в прокуратуру Республики Саха-Якутия. А вообще, вот, вы туда приехали, посмотрели, ваше впечатление, действительно ли там нарушаются права человека, вот как руководителя? Визуально, на самом деле, я вам хочу сказать, что в некоторых отдельных квартирах опасно пребывание уже по визуализации данной квартиры, уже видно, что находиться в данном помещении опасно. И я хочу сказать более того, данный дом признан аварийным. Все документы жители дома представили. Жители дома не раз обращались в компетентные органы, где не получили помощи. В этом доме перекосило буквально все. Потолок, стены, лестницу. О том, как дом заваливается, можно судить даже по стеклам в окнах. В таких условиях проживает 14 семей. Среди них есть пожилые люди, старше 70 лет и дети. Спросите, вот этот дом аварийный, что ли? Да, он признан аварийным в 2016 году, в январе 2016 года. Нас не расселяют, говорят, жили 40 лет, еще 40 поживете. Все есть у нас документы, мы обращались в управу, мы обращались в СГХ, мы обращались в ГЖО. Ответ один у нас. Денег на вас нет, извините, что вы вот предлагаете нам? За день до единого дня голосования в доме запустили отопление. В квартире на первом этаже произошел прорыв трубы. Жители 2 недели трубили об этом, но так и не были услышаны. Вследствие этого происшествия дом отсырел, и его начало перекашивать еще быстрее. Нас пригласили в управу поговорить, нам сказали, извините, расселять вас не будет никто. Но если вы боитесь, вот переезжайте к нам. У нас есть комната с холодильником и микроволновой печью и плиткой в управе. И живите. Помочь мы вам не можем. Мы бы хотели для начала, чтобы все-таки комиссия КЧС была произведена, потому что уже везде же бьемся, уже на протяжении скольки лет бьемся. И 17 сентября она все отлаживается и отлаживается. Никаких мер-то не принимается. Быстрее бы уже провели комиссию КЧС, уже бы дали какое-нибудь решение. Правильно понял, что вы не пойдете в маневренный фонд, который сейчас уже в 10 квадратов 6 человек, извините, это, по-моему, уже слишком. Конечно. И у города нет квартир, я не поверю никогда в это. Не может быть такого. Мы такая республика, да, у нас столько домов строится, у нас столько новостроек, и нет квартир. Тогда вопрос к земелькам, зачем вы даете землю под застройку, не имея ничего от этих вот застройщиков, которые наживаются вот на таких вот людях? Почему люди должны в маневренном фонде жить, когда они по закону имеют право на хорошее жилье? Правильно? Мы тоже хотим переехать в хорошее жилье. Возможно, пусть нас включат в списки на 19 год. Хорошо, мы согласны съехать, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Мы будем снимать квартиры. Но пусть нас переселят отсюда, пока дом не упал. Если пострадают люди, тогда уже будет, знаете, другой разговор. Тогда потом вот все они будут вот здесь стоять и говорить, а что мы могли сделать? У нас денег нет. Что значит, у вас нету? Тогда же сразу. Мы же платим налоги, правильно? А эти налоги на что идут тогда? В общем, мы устали уже, мы бьемся везде и всюду, уже не знаю. Следующий шаг – это суд. Мы тогда предоставим все документы в суд, мы сделаем еще одну экспертизу, если нужно будет. Опять же, за свой счет. Пойдем в суд, и тогда уже у них не будет выбора. Тогда ни о каком маневренном фонде речи быть не может. Тогда только переселение в нормальное жилье, больше никак.
То есть они обращаются с 2016 года, а данный дом признан аварийным в 2016 году. Есть заключение независимой экспертизы, поэтому я думаю, что компетентные органы, они сделают уже определенные выводы, прокуратура проведет свою соответствующую проверку и при необходимости примет прокурорское реагирование. Буквально на следующий день после обращения состоялась долгожданная комиссия ПЧС, на которой было принято решение о переселении граждан в маневренный фонд. Будут восстановительные работы проводиться по дому Очиченко, 28, на который мы вчера выезжали. Будет предусмотрена часть переселения людей, которые нуждаются в этом доме. И в ближайшее время будет приниматься решение, как подвинуть очередь, ускорить очередь для переселения в данных домах. В данном доме именно. Сейчас те, кто остро нуждается, там часть людей, которые проживают, жители, не имеют съемные квартиры, какие-то дополнительные квартиры. Кто-то имеет, те переезжают, а те, у кого нет такой возможности, мы будем представлять маневровый фонд на Лонгинова 40/5. Укрепительные работы будут буквально завтра, послезавтра начнутся. Это экстренные мероприятия, мы быстро их проводим. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, если вам не оказана помощь органами государственной власти, уведомляем вас об открытии горячей линии уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни.